Абхазия – это древняя история, уникальная природа. Абхазам присущи такие черты, как благородство, мужество, терпение, мудрость. Знаю, что именно эти черты сохраняют нас как народ. Для меня очень важно, чтобы наше общество, наш народ был услышан. Именно это даст возможность нам реализовывать те или иные проекты с соблюдением интереса нашего государства. Сохраняя традиции, мы развиваем страну и открываем пространство новых возможностей. Абхазия – точка роста на карте Евразии. Регион стал экономически развиваться, появились новые объекты, восстанавливается инфраструктура. Конечно же, сохранение наших сел, сохранение самобытности, сохранение культуры и языка. Развитие сельского хозяйства – это глобальная задача, над которой мы сегодня работаем. Наши отношения строятся на основе договора 2014 года о союзничестве. Создана хорошая, прочная договорно-правовая база. Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области. Это имеется в виду и образование, и здравоохранение. И, конечно, будем способствовать всячески росту туристических потоков. Знаю, что очень важным является логистика, аэропорт. Вот обо всем об этом и поговорим. В 2025 году при поддержке Российской Федерации отремонтирован 21 объект дорожной сети общей площадью почти 200 тысяч квадратных метров. На дорожное строительство в 2025-2026 годах направлено 2 миллиарда рублей. Введен в эксплуатацию первый контейнерный терминал в Очимчирском морском порту. Площадь объекта 12,5 гектара. Единовременно он позволяет размещать до 1200 контейнеров. Российские регионы активно поддерживают значимые для республики проекты. При поддержке Татарстана и Башкортостана ведется масштабная реконструкция набережной Диоскуров, в ходе которой обнаружены артефакты, важные для истории Абхазии. В 2025 году на благоустройство республики направлен 671 миллион рублей. На маршруте Сочи-Сухум запущен современный электропоезд «Диоскурия», который уже перевез более 150 тысяч пассажиров. По итогам 2025 года железнодорожным транспортом перевезено около 500 тысяч человек. Впервые за 3 десятилетия распахнул свои двери новый международный аэропорт Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба. Я уверен, что это историческое событие принесет особый импульс развитию нашего государства, нашего отечества. Вернулось авиасообщение с Россией. Пассажиропоток уже превысил 120 тысяч человек. Судя по тому, как были распроданы билеты на первые рейсы и забронированы, многие регионы смотрят возможность отправлять своих работников, своих жителей на отдых, оздоровление в Абхазию. Восстановлено морское сообщение между Сочи и Сухумом. Скоростное судно «Комета» вновь вышло на маршрут и выполняет регулярные рейсы в туристический сезон. Вы знаете, что туристическая отрасль – это одна из главных отраслей, это локомотив нашей экономики. Благо, природно-климатические условия позволяют. Природа везде у нас красивая. Добраться до курортов стало проще. За 2025 год Абхазию посетили почти 2 миллиона человек. Поток туристов вырос на 17%. Абхазия также является
и аграрная республика. Абхазия всегда имела возможность производить качественную сельскохозяйственную продукцию. В рамках абхазо-российской программы льготного кредитования в селе Лабра построен молочный завод площадью 3000 квадратных метров. Мощность завода 10 тонн продукции в сутки. Взаимодействие между нашими странами наращивается интенсивно. Это отражается на благосостоянии и благополучии наших граждан. Наши страны – близкие друзья, проверенные временем, надежные партнеры. И отрадно видеть, что Абхазия за последние годы показывает очень высокие темпы развития. В 2025 году на поддержку сельского хозяйства направлено 150 миллионов рублей. Реализовано 342 проекта во всех районах республики. В 2026 году стоит задача увеличить объемы господдержки аграриев до 500 миллионов рублей за счет собственного бюджета Абхазии. Аналогичная сумма уже выделена на поддержку малого и среднего бизнеса. Индивидуальный подход, который позволит точечно решить проблемы предпринимателей для улучшения качества их производства. Считаю, что такого рода поддержка, она будет способствовать и укреплять нашу экономику, создавать рабочие места, улучшать налогооблагаемую базу. В республиканской больнице открыт сосудистый центр с новейшим оборудованием и собственным ангиографом. Организована работа Центра телемедицины. Расходы на здравоохранение превысили показатели 2024 года на 246 миллионов рублей. Впервые проведена масштабная диспансеризация. 27 тысяч детей обследованы совместно с ведущими специалистами из России. В рамках этой диспансеризации и профилактических осмотров появляется возможность и показать специалистам тоже здесь более высокого уровня и провести дообследование уже на базе республиканской больницы Сухума. Развитие отношений между медицинскими организациями – это такой эволюционный путь, который постоянно идет. 10 современных автомобилей скорой помощи, подаренных Российской Федерацией, выполняют работу по всей республике. При поддержке Краснодарского края построено 25 многофункциональных спортивных и детских площадок в городе Сухум и районах республики. Открыто 194 современных образовательных пространств, лаборатории, специализированные мобильные компьютерные классы. 1849 детей, школьников и студентов из Абхазии приняли участие в образовательных программах в России. 1021 педагог из Абхазии прошел обучение и повышение квалификации. 44 школьных автобуса, подаренных Россией, распределили по районам Абхазии. Более 177 миллионов рублей направлено на проведение культурных, спортивных и молодежных мероприятий. На международном уровне реализуются Дни культуры Абхазии, гастроли, выставки и культурные обмены с Россией и другими странами. В республике проходят конкурсы и грантовые программы, включая проект «Созидатели Абхазии», направленный на поддержку креативных и культурных инициатив. Впервые в Абхазии по инициативе президента и при поддержке платформы «Россия – страна возможностей» прошел конкурс управленцев «Команда Абхазии». Команда Абхазии – это идея привлечь в исполнительную власть людей, которые могли бы быть полезны для нашего общества. Мы наблюдали, что такого рода уникальный продукт фактически создан на территории Российской Федерации и поддержан лично Владимиром Владимировичем Путиным, который создал платформу, на основе которой подбирается фактически кадровый резерв. Финалисты получили назначение на государственные и общественные должности, в том числе вошли в состав нового правительства. Проведен комплексный аудит всей энергосистемы, запущена модернизация учета электроэнергии,
Многоквартирные дома будут оснащены современными интеллектуальными счетчиками. Уже сейчас работает мобильное приложение для оплаты счетов. Впервые за последние годы собственными усилиями удалось пройти зимний сезон без веерных отключений. Общий объем инвестиций в инфраструктурные проекты составил 17,9 миллиарда рублей, а ВВП впервые превысил отметку в 90 миллиардов рублей, что на 30% выше, чем в предыдущем году. Началось активное движение вперед. Следующий шаг – глобальные инфраструктурные проекты. Привлечение инвестиций для нас это очень актуально, это развитие нашей экономики, это улучшение качества жизни людей, это социальная справедливость в отношении наших граждан, именно возможности, которые появляются в рамках развития экономики, они отражаются на состоянии дел и граждан. Поэтому мы намерены привлекать инвестиции, создавать условия для внутреннего инвестора, сбалансировать наш подход для того, чтобы наша экономика уверенно росла. Абхазия. Наше время сейчас. Игойт Апсна Ахундкарра Агимн. Прошу всех встать. Звучит государственный гимн Республики Абхазия. Атрызгу Апсна Ахундкарра Ахадага форум Ялаху Яхто Хасасша Хьюизша. Яхепи Амш Апсназа Карзцасква Турыхтум Шуб. Яхея Хартуа Жулар Бжарат экономикат форум Апсна Пхекапи инвестиция Агугра Дука Адахалойт. Экономика Чапарак Пхекаизго Акакуный Халойт, а форум Ахааква Иртакзаны. Ирыдкалахо ацбамтаква знапызцаихо айкушахатраква ирыбзораны. А форум амчха какыр итбау. Алла хулацва яхто асасва рывядзара акыр харакуб. Айпш зипшроу аусмебгат рабхадза акуна имя пысвейт Апсны. Уважаемый президент Республики Абхазия, уважаемые гости, участники форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». Сегодня мы с вами являемся свидетелями и участниками по-настоящему исторического события для нашей страны. В республике впервые проходит мероприятие такого масштаба и такого уровня представительства. Международный экономический форум «Абхазия. Инвестиции в будущее» призван стать ключевой площадкой для презентации экономического потенциала Республики Абхазия, укрепления внешних связей и запуска новых деловых проектов. Основная задача форума – проанализировать достижения за прошедший год, показать
масштабную поддержку, которую Российская Федерация оказывает Абхазии, представить новые возможности для бизнеса и запустить совместные инициативы в приоритетных сферах развития республики. Отмечая высокий уровень участников, наши надежды, которые мы возлагаем на форум, перерастают в уверенность. В уверенность в завтрашнем дне, в том, что Абхазия будет динамично развиваться экономически, укреплять связи со своими друзьями и партнерами и усиливать свои позиции на международной арене. В работе Абхазского международного экономического форума принимают участие представительные делегации из России и дружественных государств. На форум прибыли делегации 15 регионов Российской Федерации. Центральный и северо-западный федеральные округа представляют город Москва, Московская область, Владимирская область, Калужская область, Республика Коми, Псковская область. Приволжские и Уральские федеральные округа, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Южный, Северо-Кавказский федеральные округа и новые регионы России. Донецкая Народная Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Ставропольский край и, конечно же, наши соседи Краснодарский край. В работе форума участвуют делегации ключевых министерств и ведомств Российской Федерации. Это Министерство сельского хозяйства, Министерство энергетики, Министерство экономического развития, Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Министерство здравоохранения и Министерство просвещения. Среди участников крупнейшие госкорпорации России, автономные некоммерческие организации «Россия – страна возможностей» и «Креативная экономика». Особо отмечаем участие официальной делегации Республики Южная Осетия во главе с президентом Аланом Эдуардовичем Гаглоевым. Также в форуме принимают участие делегации Республики Армения и Республики Таджикистан. Форум «Абхазия. Инвестиции в будущее» проходит на фоне активного развития российско-абхазских отношений и реализации совместных инвестпроектов. Россия продолжает оказывать значительную поддержку Абхазии в различных отраслях экономики и социальной сферы, что создает благоприятные условия для привлечения новых инвесторов и реализации масштабных инициатив. В рамках форума запланированы 2 пленарных заседания, 6 тематических круглых столов по ключевым направлениям развития. Это туризм, инфраструктура, сельское хозяйство, креативная индустрия и другие сферы, а также выставки и презентации. На полях форума состоится подписание межведомственных соглашений, соглашений между абхазскими, российскими, юго-осетинскими предпринимателями и нашими партнерами из Таджикистана. Итогом форума станет формирование дорожной карты развития Абхазии на ближайшую перспективу, как особо подчеркнул президент Республики Абхазия Бадра Зурабович Гунба. Отдельное внимание в деловой программе уделено туристической отрасли. Площадки форума станут платформой для презентации обновленного туристического потенциала Абхазии российской аудитории. Участникам форума предстоит обсудить повышение качества сервиса, развитие туристической инфраструктуры, трансформацию Абхазии в современный круглогодичный курорт. Особый акцент будет сделан на улучшение транспортной логистики. Одна из ключевых тем форума – подготовка к открытию терминалов международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба и расширение географии авиасообщений с регионами Российской Федерации. Культурная программа форума, винодельческий фестиваль, выставка ремесленников и ряд специальных событий наглядно продемонстрируют национальный колорит, богатое культурное наследие и событийный календарь республики. Все это призвано стать новыми точками притяжения для туристов, которых в Абхазии по традиции называют гостями республики. Мероприятия форума стартовали уже 2 апреля. Вчера состоялась рабочая встреча представителей туристического бизнеса, малые и средние
средства размещения, диалог собственников абхазских малых средств размещения с российскими туроператорами и турагентами. В ее рамках прошла презентация туристического брендбука Республики Абхазия. В Сухуми на набережной Махаджиров открылась выставка отечественных производителей и ремесленников. Она будет работать все дни форума, представляя гостям продукцию абхазских фермеров, мастеров и предпринимателей. Также прошли спортивные мероприятия проекта «Абхазский рубеж» под названием «Весенний прорыв», объединившие любителей активного отдыха и здорового образа жизни. Завершением первого дня программы стала церемония награждения победителей конкурса «Гостеприимная Абхазия», который отмечает лучшие практики в сфере туризма и сервиса и призван стимулировать дальнейшее повышение качества гостеприимства в республике. Уважаемые дамы и господа! Для открытия форума и приветственного слова я с большим уважением приглашаю к трибуне президента Республики Абхазия Бадру Зурабовича Гунба. Акрепсо хауажлар, хатырску асча. Зилша абит хашасхойт жларбжарапе экономикат форум ялхозиги. Агвахера духанатойт хтула ехатаз асча. Асев сымчхокт бау экономикат форум апсна мепысойт рапхедзакна. Уянарпшойт хунткарал шара чицква. А экономика тагылзаша, а инвестиции рала галараза алшара чуцква. Форум хоккыс ямо, ехя апыжеразмо, ахунткарака ямо, айсхара арпшра, а бизнеса хотарных цверабжара, айсцвежераза тагылзаша пцара, аймадара ашукаргалара. Асыс цварела зара янарпшойт форум айодзара ахынзахраку. Ахунткара тусуйца, а бизнес ду амчхок нартба аназнапалаку, а инвесторца, а экспертца ралохра харахзык ратанакует. Жахарада, а форум алцшоква аднырабзи артойт хунткара экономика джера, а нарпшойт яхаму ахунткара джа алшарака. Ауграганы сыгоп, а форум ахаквер тагдзаны, а интерес дузцо, айпылараква, шыми пысо, ишахао, ажа лагала чыцква, уртажа лагалаква, уацпех хунткара амацазура, хой шахархо. Яхтахо партамшкварзы апсны шуказара грепсо хасысца, ивзаны жертв ацваныра бзевка хунткаразы. Уважаемые гости, дорогие друзья и коллеги, для меня большая честь приветствовать вас на Международном экономическом форуме «Абхазия. Инвестиции в будущее». Это событие не просто очередная встреча, а важный шаг на пути к построению сильной и процветающей Абхазии. Большой оптимизм внушает столь представительный статус участников. Сегодня у нас в гостях успешные бизнесмены, авторитетные эксперты, высокие представители государственных структур и инвесторы. Ваш интерес к Абхазии – лучшее подтверждение нашего потенциала и перспектив. Абхазия – это не только уникальная природа и богатейшее культурное наследие. Это земля, где каждый камень хранит историю, а каждый новый проект открывает будущее. Страна с огромным, пока еще не полностью раскрытым экономическим потенциалом. Цель нашего форума – продемонстрировать эти преимущества, создать платформу для диалога и установить взаимовыгодные связи, которые станут фундаментом для будущих совместных проектов и инициатив. В рамках форума ожидается подписание 3 межправительственных соглашений, 1 межведомственного соглашения, 15 межправительственных и межведомственных меморандумов, 19 соглашений между предприятиями.
Такого количества соглашений в столь короткий период не заключалось с момента признания независимости нашей страны. Подчеркну, речь идет не о декларациях, за каждым соглашением стоят конкретные проекты, инвестиции, новые рабочие места и практическое сотрудничество. И именно такой результат имеет значение для экономики и для людей. Чуть позже я выскажу свое видение приоритетов сотрудничества в инвестиционно-экономической сфере. А сейчас хочу немного подробнее остановиться на том, в чем заключалась работа власти в течение предыдущего года и к каким результатам мы уже смогли подойти. Основные усилия мы сосредоточили на эффективной работе органов власти, обеспечении макроэкономической и социальной стабильности, устойчивого финансирования и развития ключевых отраслей экономики, повышения эффективности государственного управления и финансовой дисциплины, модернизации инфраструктуры и создания условий для устойчивого долгосрочного развития. Правительство активно работало над завершением реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия 2022-2025 годы и достижением всех целевых показателей. В экономическом блоке ключевыми направлениями стали поддержка и развитие стратегических отраслей энергетики, сельского хозяйства, туризма, транспорта. Также акцент делался на расширение инвестиционной активности, совершенствование внешнеэкономических связей и повышение эффективности использования государственного имущества. Особое внимание уделялось энергетической устойчивости, модернизации инфраструктуры и развитию транспортной доступности как важнейшим фактором экономического роста и улучшения качества жизни людей. В сфере государственных финансов правительство стремилось обеспечить стабильное исполнение бюджетов всех уровней, увеличить собираемость доходов, улучшить их администрирование и повысить эффективность расходования бюджетных средств, особенно в социально значимых направлениях и инфраструктурных отраслях. Социальная политика неизменно осталась одним из центральных направлений работы Кабинета министров. Задачи заключались в развитии системы здравоохранения, улучшении качества и доступности медицинских услуг, социальной защиты населения, обеспечения адресной помощи, предоставления целевой поддержки наиболее уязвимым категориям граждан, повышение доступности образования и культурных услуг, развитие молодежной политики и спорта, стимулирование активного участия молодежи в жизни общества и развитие спортивной инфраструктуры. Важным аспектом стало неукоснительное выполнение государственных социальных обязательств. В целях реализации основных направлений внутренней и внешней политики государства, в том числе обеспечения социально-экономического роста, в соответствии с моими поручениями, в 2025 году Кабинетом министров был подготовлен и представлен 51 законопроект. Эти инициативы затрагивают вопросы социальной политики, бюджетного законодательства, экономические, социальные и другие жизненно важные сферы. Хочу обратить внимание на то, что доля собственных доходов в структуре государственного бюджета Республики Абхазия выросла до 60%, что свидетельствует об увеличении степени финансовой самостоятельности бюджета. Рост доходов был обусловлен главным образом улучшением администрирования платежей государственными органами, усилением финансовой дисциплины и повышением эффективности работы администраторов по мобилизации доходов. Максимально относительный прирост расходов республиканского бюджета был зафиксирован по таким направлениям, как национальная экономика плюс 42%, физическая культура, спорт и молодежная политика плюс 39,4%,
здравоохранения плюс 32,1% и ряда других ключевых показателей, которые имеют стабильный фактор развития. В 2025 году из республиканского бюджета было выделено более 2,7 миллиардов рублей на финансирование 17 ведомственных целевых программ и 11 мероприятий республиканского масштаба. Например, расходы на здравоохранение превысили показатели 2024 года почти на 246 миллионов рублей или на 47,4%. Помощь нашим гражданам, имущество которых пострадало в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, материальная поддержка соотечественников, нуждающихся в платной медицине, оплата стоимости за обучение нуждающихся студентов остается одним из приоритетов нашей работы. На эти цели в прошедшем году было направлено более 200 миллионов рублей. Мы и впредь будем оказывать необходимую поддержку гражданам страны, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для меня это является одним из смыслов моей работы. Важным считаю увеличение расходов на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной, культурной сфер, дорожной, жилищно-коммунальной инфраструктуры. В прошлом году восстановительные работы проводились более чем на 250 объектах, а финансирование превысило 3 миллиарда рублей. Значимым достижением считаю то обстоятельство, что при формировании республиканского бюджета на 2026 год мы предусмотрели существенное повышение финансирования программы поддержки сельского хозяйства и сельских территорий в объеме до полумиллиарда рублей. Столько же средств будет направлено в текущем году на поддержку малого и среднего предпринимательства. Дорогие участники форума, гости, коллеги, хочу остановиться на внедрении нового формата подготовки и отбора специалистов на основе конкурса управленцев «Команда Абхазии». Этот проект реализуется по моей инициативе и при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс призван развивать человеческий капитал, способствовать самореализации граждан, формированию национального кадрового резерва. В нем приняло участие более 3300 человек, 14 победителей и финалистов назначены на руководящие должности. Под проектом реализуется 8 социальных направлений. По итогам первого года реализации конкурса управленцев «Команда Абхазии» можно уверенно сказать, проект доказал свою эффективность. Он стал действенным инструментом выявления талантливых и инициативных людей, формирования кадрового резерва управленцев нашей страны. Мы получили конкретный результат. Людей, готовых брать на себя ответственность и работать на развитие страны. В этой связи считаю необходимым двигаться дальше. Даю поручение приступить к подготовительной работе по запуску второго сезона конкурса управленцев «Команда Абхазии». Этот проект должен получить продолжение и развитие. Уважаемые коллеги, хочу обратить внимание на один из сегментов национальной экономики, который демонстрирует самые высокие темпы роста. Это транспортная отрасль. В 2025 году был отмечен существенный рост показателей, обусловленный как модернизацией инфраструктуры, так и запуском новых международных маршрутов. Мы сосредоточились на повышении безопасности перевозок и расширении логистической доступности республики для пассажиров и грузов. Одним из главных событий в этой сфере стал запуск в мае прошлого года регулярного международного сообщения.
Восстановление Сухумского международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзенба, который обеспечил реализацию масштабного абхазо-российского инвестиционного проекта. Это позволило организовать полеты гражданских воздушных судов между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. С момента открытия аэропорт обслужил более 121 тысячи пассажиров. Регулярные авиаперевозки осуществлялись российскими авиакомпаниями между столицей Абхазии и Москвой, а также и другими городами России – Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Ханты-Мансийском. Мы активно работаем над расширением маршрутной сети. Прорабатываются новые направления, включая такие как Псков, Уфа, Самара, Казань, Оренбург, Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Нальчик. Запуск международного воздушного сообщения содействовал увеличению туристического потока в республику, снижению нагрузки на пешеходные, железнодорожные, пограничные переходы и, что очень существенно для нас, стал фактором повышения экономической активности в восточных регионах Абхазии. Считаю такие масштабные проекты показательными и приоритетными. Это то, чего мы ищем и что будем всячески поддерживать и далее. Наряду с возобновлением воздушного сообщения одним из факторов улучшения экономических показателей стало развитие железнодорожного сообщения. Перевозки пассажиров и грузов продемонстрировали хорошую динамику и большие перспективы. По итогам 2025 года железнодорожным транспортом перевезено около 484 тысяч человек. Наряду с поездами дальнего следования на рост пассажирооборота повлиял запуск электропоезда «Диаскурия», соединяющего Сухум с городом-курортом Сочи и Сочинским аэропортом. По сравнению с показателями 2024 года прирост перевозок составил более 14,5%. При этом рост объема грузоперевозок по отношению к 2024 году составил 28,7%. Приведу цифры по товарообороту Республики Абхазия в разрезе видов транспортных перевозок. В 2025 году на автомобильные перевозки составили 77%, морские 14%, на железнодорожный транспорт пришлось 8% и на воздушный 1%. Эти цифры дают нам основания рассматривать железнодорожные, морские и авиаперевозки как очень перспективные направления сотрудничества, которые способны дать быстрый экономический рост. Традиционной сферой инвестиционного партнерства с российским бизнес-сообществом остается индустрия гостеприимства. У нее огромный потенциал. Исходя из того, мною было поручено правительству разработать концепцию развития туристической индустрии в Республике Абхазия до 2030 года. Кроме того, на фоне общего увеличения количества средств размещения были проработаны вопросы повышения уровня сервиса и качества предоставляемых услуг указанными объектами. В этой связи на этапе принятия находятся соответствующие нормативно-правовые акты, регламентирующие правила классификации гостиниц и других средств размещения, а также порядок введения единого республиканского реестра средств размещения. Все предпринимаемые меры направлены на существенное увеличение условий введения бизнеса в сфере туризма, в том числе путем создания новых востребованных турпродуктов, не всегда связанных с сезонностью. Возвращаясь к аэропорту, хочу отметить следующее. Вы знаете, что он находился под патронажем руководства Абхазии и России. Мы действовали в одном фарватере, преследовали единую цель. Благодаря этому проект был успешно реализован. Я абсолютно уверен в том, что такие масштабные инициативы
бизнес-сообщество получит столь твердую поддержку со стороны властей. Дорогие коллеги, для достижения поставленных целей устойчивого социально-экономического развития страны нам нужно приложить усилия к выравниванию внешнеторгового баланса Республики Абхазия, выходу из серьезного отрицательного сальдо. Сегодня доля экспорта составляет 13%, а импорта 87%. Основным торговым партнером Республики Абхазия является Российская Федерация, которая занимает существенное положение в общем объеме внешней торговли Абхазии. Это более 75%. Это говорит о многом. Поэтому инвестиции в промышленное производство, на мой взгляд, позволят заметно изменить сложившуюся ситуацию, значительно расширить товарную структуру экспорта и таким образом сократить существующие разрывы. Уважаемые друзья, хочу акцентировать внимание еще на одном направлении, в котором мы стали работать сравнительно недавно. Это реализация концепции цифрового государства, направленная на повышение эффективности государственного управления и качества предоставляемых государственных услуг. В настоящее время на стадии реализации находятся целевые программы по созданию единой системы межведомственного и внутриведомственного электронного документооборота и единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных. Помимо указанных программ, отдельные цифровые решения уже внедряются в работу центральных органов государственного управления и государственных учреждений, в том числе в налоговой, бюджетной, таможенной, статистической сферах, в сфере кадастра недвижимости. Но наша цель гораздо шире. Современный мир требует принципиально новых подходов к организации экономических процессов как на национальном, так и на межгосударственных уровнях. Новые технологии в экономике разительно влияют на конечный результат и определение перспективных направлений, открывают неограниченные возможности. Говорю о цифровизации потому, что хочу донести до наших друзей, потенциальных инвесторов, важную мысль. Мы наблюдаем очень серьезные достижения в этой области, которые достигнуты в Российской Федерации. И мы стремимся перенять лучшие практики в этой сфере, воспользоваться наработанным опытом. Сегодня страна вошла в новый этап стратегического партнерства с Российской Федерацией. Оказывая нам финансовую помощь, это возможность построить и восстановить многие объекты социальной, транспортной и жилищной инфраструктуры. Выражаю искреннюю благодарность нашему стратегическому партнеру Российской Федерации. Масштабная поддержка России – это не просто финансовая помощь или совместные проекты, это проявление настоящей дружбы, солидарности и веры в наше общее дело. Благодаря этому мы смогли не только восстановить разрушенное, но и заложить прочный фундамент для устойчивого развития. Особую благодарность выражаю лично президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за поддержку, которую он оказывает нашему народу на протяжении десятилетий. Российскую делегацию на нашем форуме возглавляет Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента. Уважаемый Сергей Владимирович, благодарю вас за внимание к Абхазии, за личное участие в наших проектах и постоянную поддержку. Спасибо вам большое. Хочу отметить, уважаемых присутствующих, глубокую вовлеченность
и внимательное отношение к деталям. Такая работа не формальность, а искреннее стремление помочь и довести начатые инициативы до конкретного результата. Только и благодаря неоценимой поддержке Российской Федерации мы преодолели значительную часть возникших проблем послевоенной Абхазии. И что очень важно, наше сотрудничество расширяется от федеральных ведомств до субъектов Российской Федерации. Мы глубоко ценим вашу помощь и уверены, наше союзничество будет только крепнуть. Вместе мы способны реализовать самые смелые планы, обеспечить процветание наших народов и укрепить безопасность в регионе. Абхазия всегда будет помнить, кто был рядом в трудную минуту и готова идти вперед рука об руку к новым общим победам. Подписанные сторонами многоуровневые соглашения дали мощный импульс более уверенному развитию взаимодействия участников экономической деятельности. Абхазские товары выходят на российский рынок, российские занимают прочное место на абхазском. И этот факт, что на сегодняшнем форуме присутствуют руководители субъектов Российской Федерации, свидетельствует о расширении деловых контактов, повышении интереса к деловому партнерству с Абхазией. Пользуясь этой площадкой, хочу высказать слова благодарности руководителям регионов, посетивших этот форум, людей, которые нацелены на плодотворное взаимодействие. Хотел бы также, пользуясь этой трибуной, поприветствовать президента братской Южной Осетии, народ Южной Осетии, героический народ, прошедший серьезное испытание, несмотря на все сложности, в том числе угрозы существования осетинского народа, вы мужественно отстояли свое право жить на своей родной земле. Уважаемые присутствующие, государство готово предоставлять максимальную поддержку нашим инвесторам, людям, которые поверили в нашу страну и готовы взаимодействовать и сотрудничать. Прозрачные правовые рамки, законодательно установленные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры – все это направлено на формирование благоприятного инвестиционного климата. Основано на доверии, взаимном уважении и долгосрочном сотрудничестве. Я знаю о тех проблемах, которые существуют в рамках законодательной базы, возможностей нашего государства, так называемые ограничители. Это все то, над чем мы работаем, где верховенство закона является самым главным фактором стабильности и привлекательности государства. Это то, над чем мы должны продолжать работать. Уважаемые присутствующие, мы прошли через непростые этапы развития. Сегодня мы продолжаем это движение вперед, укрепляя сотрудничество и последовательно развивая нашу страну. Убежден, что данный форум станет плодотворной площадкой для обмена идеями, поиска новых решений и формирования конкретных инвестиционных предложений. Кстати, 2026 год мною объявлен годом села. Таким образом, инвестиции в село, инвестиции в экономику сельской местности будут поддерживаться государством в особом порядке. Прошу иметь это в виду. И это не просто обещание, это президентские гарантии. Уважаемые коллеги, сегодняшний день имеет для нас особое значение еще потому, что на родной земле мы принимаем дорогих нам, близких по духу друзей. Во все времена гость имел для Абхаза сакральное значение.
Наши отцы говорили: «Асыз-дыстойныта апаймбар дахолапшойд», что в переводе означает «дом, в котором пребывает гость, защищен ангелом-хранителем». Дорогие друзья, я обращаюсь к вам не только как к инвесторам и партнерам, но и как к друзьям, разделяющим наши ценности и мечты. Давайте вместе строить не просто бизнес-проекты, а настоящее партнерство, основанное на доверии, уважении и общей ответственности за будущее. Ваши идеи, опыт, энергия – это тот самый импульс, который поможет Абхазии раскрыть свой огромный потенциал и занять достойное место среди современных успешных государств. Приглашаю вас не просто услышать об Абхазии, о ее возможностях, но и увидеть их своими глазами, почувствовать энергию нашей земли и стать соучастниками нашего общего будущего. Деловые связи наших стран должны стать мощной движущей силой развития союзнических отношений. И, как я отмечал выше, основой этому должны служить прозрачность, надежные нормативно-правовые и организационные механизмы реализации бизнес-проектов, защищать инвестиции в целом. Надеюсь, что этот форум станет еще одним весомым стимулом дальнейшего укрепления нашего партнерства. Добро пожаловать в Абхазию. Желаю успехов в работе форума. Спасибо большое. Уважаемые участники форума, для приветственного слова приглашается наш особый гость от руководства Российской Федерации, стратегического партнера Абхазии, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко. Уважаемый Бадр Зурабович, дорогие друзья, добрый день, Шибзе. Дорогие друзья, у меня в первую очередь особое поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина зачитать его приветствие. Участникам, организаторам и гостям Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». Уважаемые друзья, приветствую вас на Международном экономическом форуме «Абхазия. Инвестиции в будущее», объединившем в Сухуме представителей органов власти и общественных организаций, экспертных и деловых кругов из России и Республики Абхазии, зарубежных гостей. Подчеркну, Россия твердо поддерживает суверенное развитие Абхазии, активно содействует укреплению ее экономической стабильности и безопасности. Это один из наших значимых, безусловных приоритетов. И сегодня мы видим позитивные результаты совместной работы. Модернизации транспортной и туристической инфраструктуры, в сфере энергетики, сельского хозяйства и торговли. Российско-абхазское партнерство носит комплексный характер. Поэтому важно и дальше энергично действовать по всем перспективным направлениям, продвигать проекты в самых разных областях. Мы не просто оказываем друг другу помощь, как добрые соседи, но и выводим на новый уровень взаимовыгодные кооперации, интеграционные связи. И искренне стремимся к тому, чтобы Абхазия была современным, комфортным для жизни и работы государством. Уверен, у нас есть все возможности, чтобы существенно расширить потенциал сотрудничества, наполнить его амбициозными идеями и инициативами. Желаю вам успехов и всего самого наилучшего. Президент России Владимир Владимирович Путин. Уважаемый Бадр Зурабович, уважаемые коллеги, позвольте несколько слов добавить к приветствию нашего президента. Как сказано в приветствии президента, целью
России в стратегическом партнерстве с Абхазией является создание условий для самостоятельного, самодостаточного развития независимой Абхазии, для обеспечения необходимого количества рабочих мест, доходов бюджета, развитой инфраструктуры и достойного уровня жизни граждан Абхазии. Решениями президента России сегодня взаимодействие России и Абхазии носит не разовый и сиюминутный характер, оно носит системный и стратегический характер. И приоритетами такого взаимодействия, о чем говорил уважаемый президент Абхазии Бадыр Зурабович Гумба, является, конечно, в первую очередь помощь в наполнении бюджета Абхазии, в социальной защищенности граждан Абхазии. Но, кроме этого, ключевыми приоритетами в взаимодействии России и Абхазии является развитие приоритетных отраслей, которые были названы в послании президента России. В первую очередь, это энергетика. И это не только социальный переток, на который Россия выделяет более 3 миллиардов рублей каждый год, но это и большая программа поддержки реконструкции подстанций, линий электропередач, систем учета и контроля. И я хотел бы отметить, что за прошедший год, пожалуй, впервые, благодаря решениям президента Абхазии, правительства Абхазии, энергетиков Абхазии, была проделана огромная работа в самой Абхазии. Огромная работа и по инвентаризации сетевого хозяйства, и по обеспечению баланса. Ну и результат мы все видели. Зима 2025-2026 года, первая зима за последнее время в Абхазии, когда не было вообще никаких системных веерных отключений. Ну и впереди еще большая работа, но теми темпами, которыми идет работа в важнейшей сфере энергообеспечения, она важнейшая, потому что без доступа к устойчивому и надежному источнику энергии многие из обсуждаемых сейчас инвестиционных проектов просто не имеют шанса на жизнь. Второй приоритет – это транспортная логистика. Колоссальные прорывы, Бадыр Зурабович об этом говорил, это было в ролике, с которого начинался наш форум, аэропорт, железнодорожное сообщение, включая электричку Диоскурия, морское сообщение, дороги. В прошлом году России дополнительно к ранее согласованной финансовой помощи было выделено еще 1 миллиард рублей на восстановление дорог Абхазии. В этом году еще 1 миллиард рублей выделяется на развитие, ремонт и реконструкцию дорог Абхазии. Контейнерный терминал в Очамчирском районе, ну и масштабная реорганизация, реконструкция контрольно-пропускных пунктов на реке Псоу в общей сложности в то, чтобы они имели большую пропускную способность, обеспечивали быстрый проход и грузов, и комфортный проход людей. Россия вкладывает более 15 миллиардов рублей. Ну и очень важно, хочу еще раз это подчеркнуть, что это не только разовые решения, это системный подход по тому же авиационному сообщению, железнодорожному сообщению, электричке, морскому сообщению. В бюджете Российской Федерации заложены средства на субсидирование, чтобы обеспечить приемлемую цену билетов и для жителей Абхазии, и для гостей Абхазии. Здесь хочу сказать большие слова благодарности в адрес регионов Российской Федерации, многие из которых устанавливали прямое авиационное сообщение со столицей Абхазии Сухумом, не просто изыскивают на это возможности авиаперевозок, но и субсидируют из своих региональных бюджетов цену на билеты, делая их более доступными и удобными. Третий приоритет, о чем говорил Бадыр Зурабович, безусловно, развитие сельского хозяйства. Мы считаем, что очень правильно, что решением президента Абхазии этот год в Абхазии объявлен годом села. И это, конечно, поддержка
аграриев, в первую очередь инвестиции и льготные кредиты в развитие переработки сельскохозяйственной продукции. Мы поддерживаем позицию руководства Абхазии, что должно быть все больший объем экспорта сельскохозяйственной продукции должен выходить из Абхазии не в виде сырой продукции, а в виде переработки и готовой продукции. И задача нарастить долю такой переработанной продукции в экспорте. Ну и здесь, конечно, сказывается большая работа, которая за последний год тоже, пожалуй, впервые была проведена в Абхазии по оптимизации и созданию значительно более прозрачных, льготных, ну и прямо скажу, честных условий на таможенных процедурах при пересечении границы между Абхазией и Россией. Это почувствовали, уверен, все экспортеры Абхазии. Ну и на поддержку проектов в сфере сельского хозяйства и в остальных сферах могу сказать, что президентом России принято решение о выделении на 26-30 годы еще 20 миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиций в Абхазии. Туристическая инфраструктура. И здесь главное, большое количество новых проектов появляется и с созданием больших гостиничных комплексов. Спасибо Министерству экономического развития России. Максим Геннадьевич Решетников здесь присутствует. Решением Министерства экономического развития запускается специальная программа поддержки не только больших гостиничных и санаторных комплексов, но и так называемых современных глэмпингов. Более 20 таких глэмпингов будет профинансировано, поддержано из российского бюджета в Абхазии. Первый из них, надеемся, появится уже в этом году. Сюда же входит и программа благоустройства наиболее приоритетных туристических территорий. Ну и главная задача, на наш взгляд, здесь заключается в том, чтобы не только жители Абхазии, но и гости Абхазии быстрее поняли и почувствовали, что Абхазия прекрасна не только на побережье и не только в летние месяцы. На самом деле в Абхазии всегда есть возможность получить удивительные впечатления и провести прекрасный отдых круглый год. Ну а с развитием аэропорта и железнодорожного сообщения открываются уникальные возможности Восточной Абхазии, до которой раньше большинство российских туристов просто никогда не добиралось. Ну и результат этой работы тоже виден. В прошедшем году в Абхазии количество туристов превысило 1 миллион 800 тысяч, выросло больше, чем на 17% по сравнению с 2024 годом, при том, что, ну, откровенно говоря, на Черноморском побережье Краснодарского края у нас в прошлом году роста туристического потока не было. Ну и еще одно важное решение. Рад сообщить, что вчера президент России Владимир Владимирович Путин принял специальное решение сохранить для Абхазии на 2026-2027 год возможность въезда детей до 14 лет из России по свидетельству о рождении. Думаю, это серьезно скажется на возможностях и увеличении туристического потока. Пятое направление – это, конечно, здравоохранение. Бадр Зурабович об этом говорил. Это и строительство новой больницы, ангиограф и сердечно-сосудистый центр, в котором уже спасли жизни сотням жителей Абхазии. Уникальный медицинский центр, который профинансирован Росатомом в санатории Литфонд. Ну, честно вам скажу, не в каждой столице регионов России есть такой по оснащенности и современности медицинский центр. Ну и также вчера президентом России принято решение дополнительно выделить из резервного фонда президента 48 миллионов рублей Роспотребнадзору России для того, чтобы передать в Абхазию самую современную санитарно-эпидемиологическую лабораторию, что позволит обеспечивать современный контроль и за качеством продуктов питания, за качеством
всего, что с радостью потребляют и жители Абхазии, и туристы, особенно в летний туристический сезон. Ну и, конечно, важнейшее направление, которое является приоритетом в нашем сотрудничестве, это дети и молодежь. За ними будущее России, за ними будущее Абхазии, за ними будущее нашего сотрудничества. Поэтому приоритетно президентом России, вы знаете, выделялись деньги и на диспансеризацию детей, и на развитие спортивных площадок, школ, колледжев, поддержки учителей, программы обучения в России тысяч молодых людей из Абхазии и в колледжах, и в вузах, и в летних детских лагерях. И также президентом приняты специальные решения по отношению к Абхазии и Южной Осетии, по которым дети и молодежь Абхазии и Южной Осетии имеют доступ без исключения. У нас больше ни по отношению ни к одной стране такого принципа нет. Дети и молодежь Абхазии и Южной Осетии имеют ровно такой же доступ ко всем проектам Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Института развития интернета, президентской платформы «Россия – страна возможностей». То есть наша задача, поставленная президентом России, в том, чтобы каждый ребенок и каждый молодой человек в Абхазии имел точно такие же возможности для роста и развития, как их сверстники в Российской Федерации. И, конечно, хочу сказать большое спасибо присутствующим здесь руководителям и коллегам из российских министерств и ведомств, и особые слова благодарности регионам-побратимам. Как уже сказал Бадр Зурабович, у нас в течение этих 3 дней, вчера, сегодня, завтра, руководители 15 российских регионов присутствуют здесь на форуме. За каждым таким партнерством и побратимскими отношениями большие программы развития, инвестиции в образование, в благоустройство, в туристическую инфраструктуру. Ну и, знаете, особые слова благодарности хочу сказать регионам, потому что это их добрая воля, это, знаете, не просто выполнение поручения президента. Я точно знаю, что каждый из руководителей регионов России и региональных команд регионов побратимов вкладывает и душу, и сердце в проекты, которые они реализуют в Абхазии. Спасибо вам огромное. И могу сказать, что в том числе и в эти дни согласованы решения. Правительство Санкт-Петербурга берет на себя помощь в реконструкции колледжей столицы Абхазии, Сухума, а правительство Московской области вчера Бадр Зурабович завершил договоренности с Андреем Юрьевичем Воробьевым, который находился здесь, в Абхазии, о том, что правительство Московской области берет на себя обязательства по строительству в столице Абхазии филиала знаменитой Примаковской школы с инвестициями более 10 миллиардов рублей. Уважаемые коллеги, уважаемый Бадр Зурабович, мы видим на самом деле уникальные возможности, которые открываются сегодня в нашем сотрудничестве, в развитии Абхазии. Бадр Зурабович говорил о том, что у нас сегодня беспрецедентное участие 15 глав регионов, более 20 российских министерств, ведомств, государственных корпораций и десятки крупнейших частных компаний и корпораций. Такого количества, Бадр Зурабович уже говорил, соглашений, которые подписываются вчера, сегодня и завтра, единовременно никогда не подписывалось в истории независимой Абхазии. Ну и мы попробовали посчитать вот сегодня с утра общий объем соглашений, которые подписываются, договоренностей, которые достигнуты и достигаются в эти дни, по потенциалу своему превышает сумму в 100 миллиардов рублей инвестиций. Но, конечно, это возможность. И для того, чтобы она была реализована, чтобы вот это уникальное окно возможностей было реализовано, есть важные условия, которые мы все вместе должны обеспечить. Понятно, что нужно всем инвесторам и всем партнерам, всем нужна политическая стабильность и предсказуемость в Абхазии,
Всем нужно современное и конкурентное способное законодательство. Об этом говорил Бадр Зурабович. Но, уважаемые коллеги, еще важнее безусловное уважение и безусловное соблюдение этого законодательства всеми участниками. И, конечно, равенство всех участников перед законами Абхазии. К сожалению, это пока не всегда так. И мы, безусловно, понимаем, что законы Абхазии должны уважать и соблюдать все, и инвесторы, и гости Абхазии, но никто и никогда не сможет уважать органы власти Абхазии и законы Абхазии больше, чем сами абхазы. Ну и, конечно, уважаемые коллеги, завершая, хотел сказать, что у нас экономический инвестиционный форум. Инвестиции – это всегда про людей, инвестиции – это всегда про доверие. У наших народов, у народа России, народа Абхазии большая совместная история, героические страницы этой общей истории. Вся Россия чтит героев Абхазии в годы Великой Отечественной войны. Россияне становились плечом к плечу с абхазами в период Отечественной войны Абхазии. И мы с благодарностью, огромным уважением и гордостью относимся к героическим сынам Абхазии, которые сейчас, порой ценой собственной жизни, встали плечом к плечу с героическими участниками специальной военной операции в России. И вот это доверие, эта совместная история дает мне абсолютные основания для того, чтобы сказать, что я абсолютно уверен в том, что Абхазия сумеет воспользоваться этим уникальным окном возможностей, и наша совместная работа России и Абхазии в соответствии с договоренностями руководства нашей страны, в соответствии с поручением нашего президента будет обязательно достигнута, цели будут выполнены, и масштабная программа экономического сотрудничества будет реализована. Шарданта Абсенра. Спасибо. Для приветственного слова приглашается президент Республики Южная Осетия Алан Эдуардович Гаглоев. Уважаемый Бадр Зурабович, уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые участники форума, дорогие друзья, позвольте сердечно поприветствовать вас на форуме «Абхазия. Инвестиции в будущее» и выразить искреннюю благодарность за неизменно теплый прием, атмосферу подлинного братства, которую мы всегда ощущаем в братской Абхазии. Отношения, связывающие наши народы, уходят корнями в глубокую древность. В их основе взаимное уважение, доверие и солидарность. Общность исторических судеб, совместно пережитые испытания и борьба за право на самостоятельное развитие придали нашим связям особую прочность. В самые сложные моменты мы всегда ощущали поддержку друг друга. И эта взаимовыручка остается надежной основой двусторонних отношений. Убежден, что наше братство имеет долгую, по-настоящему историческую перспективу, поскольку народу Южной Осетии и Абхазии объединяет не только прошлое, но и общие ценности, схожее видение настоящего и будущего. В числе безусловных приоритетов, разделяемых нашими странами, курс на интеграцию и укрепление дружественных отношений с Российской Федерацией. Этот выбор носит не только стратегический, но и во многом цивилизационный характер. Российская Федерация выступает для Южной Осетии и Абхазии надежным гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе.
Благодаря выстроенному формату взаимодействия, включая функционирование единого контура безопасности, удалось создать прочные условия для предотвращения угроз и обеспечения спокойной жизни наших граждан. Не менее значимая экономическая составляющая этого сотрудничества. Россия последовательно оказывает поддержку в модернизации инфраструктуры, развитии социальной сферы, реализации инвестиционных проектов. Это создает основу для устойчивого экономического роста, повышения благосостояния населения и укрепления государственных институтов. Важно подчеркнуть, что развитие отношений с Россией открывает дополнительные возможности и для углубления взаимодействия между Южной Осетией и Абхазией. Формируя единое пространство сотрудничества, в котором наши страны могут более эффективно реализовывать совместные инициативы, развивать торговлю, транспортные связи и интеграционные проекты. Таким образом, опора на стратегическое партнерство с Россией является важнейшим фактором долгосрочной стабильности, предсказуемости и безопасности в регионе. Залогом укрепления международных позиций Южной Осетии и Абхазии. Особо хотел бы отметить усиление динамики в развитии сотрудничества между нашими республиками. За последнее время достигнуты конкретные договоренности, имеющие уже практическую значимость. В их числе соглашение о беспошлинной торговле, подписанное в сентябре прошлого года на площадке первого международного экономического форума в Южной Осетии «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Его реализация создает благоприятные условия для роста взаимного товарооборота, открывает новые возможности для бизнеса и способствует повышению благосостояния граждан наших стран. Не менее важным направлением является налаживание сотрудничества в инвестиционной сфере, а также развитие банковских связей между нашими национальными финансовыми институтами. Актуальным дополнением станет соглашение о сотрудничестве между таможенными комитетами Южной Осетии и Абхазии, которое будет подписано здесь, на полях площадки Международного экономического форума. Наши шаги формируют прочную основу для дальнейшего углубления взаимодействия. Убежден, что кооперация в таких ключевых отраслях, как сельское хозяйство и туризм, способна придать еще больший импульс развитию экономик обеих республик. Сегодня Республика Абхазия уверенно утверждает себя как полноправный участник международных процессов, активно развивает экономические связи, укрепляет внешнеполитические контакты, совершенствует систему государственного управления, образования и здравоохранения. Эти достижения свидетельствуют о мощном созидательном потенциале республики и заслуживают искреннее уважение. В этом контексте проведение масштабного международного экономического форума «Абхазия. Инвестиция в будущее» имеет стратегическое значение для развития Абхазии. Представленная программа, охватывающая широкий спектр вопросов, отражает фундаментальный подход к развитию ключевых отраслей экономики и нацеленность на расширение межрегионального сотрудничества. Убежден, что форум станет эффективной площадкой для расширения деловых контактов, обмена опытом и выработки практических решений, направленных на дальнейший экономический рост. Дорогие друзья, мы вместе прошли путь к независимости и столь же последовательно будем развивать наше государство, укрепляя сотрудничество, реализуя совместные проекты и добиваясь новых результатов во имя благополучия наших народов. Желаю братскому народу Абхазии мира, стабильности и процветания. Пусть сегодняшняя встреча станет еще одним шагом на пути к укреплению наших связей и открытию новых горизонтов сотрудничества. Вашарам Бунтабира Штарбузнака. Приглашается министр экономического развития Российской Федерации Максим Геннадьевич Решетников.
Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Бадр Зурабович и Сергей Владимирович уже отметили и динамику развития республики за последние годы, и масштаб сегодняшнего мероприятия. Мне кажется, эти два факта очень взаимосвязаны, потому что наше многолетнее такое активное сотрудничество между странами сейчас переходит в период видимых результатов и уже таких практических шагов. Этим и объясняется растущий интерес со стороны нашего бизнеса, наших регионов, институтов развития. Ну и масштаб российской делегации тоже говорит о том, что мы готовы двигаться дальше, и то, что коллеги видят в этом конкретный практический интерес. И основа этого – это те результаты, которые мы добились в рамках уже реализованной программы социально-экономического развития Абхазии, предыдущего этапа. И результатом чего за последние 5 лет экономика Абхазии выросла втрое, а собственные доходы в 2,7 раза. Это, конечно, такие очень хорошие цифры. Ну и прежде всего за счет роста инвестиций поддержанных Российской Федерацией, инвестиций со стороны российских банков, за счет улучшения делового климата, ну и, конечно, реализации крупных инвестпроектов. Здесь уже много говорилось и о реконструкции аэропорта, и о строительстве новых дорог, о контейнерном терминале, о уже введенном 4-звездочном отеле, который как раз по программе крупных проектов был поддержан, о винном заводе. Ну и в этом году мы ждем открытия молокозавода, еще 4 гостиниц, завода по переработку цитрусовых и производству соков. Но, коллеги, я что должен сказать? Мы каждый из этих проектов знаем, каждый из этих проектов сопровождаем. Ну, наверное, по большинству из них еще рано ставить точку. Да, мы запустили винный завод, но надо решить вопрос с поставками на российский рынок, с позиционированием продукции Абхазии, потому что не все понимают бренд, не все понимают уровень, потому что, собственно говоря, те проекты, которые мы запускаем, они, как правило, предполагают иной, более высокий уровень, чем тот, что может быть, к чему привык рынок, поэтому это большая работа. С другой стороны, многие эти проекты, они открывают и новые возможности, тот же молокозавод, который запускается, в общем, он открывает путь к развитию уже сферы такого животноводства, к строительству нормальных животноводческих ферм, крупных ферм с высокой производительностью, поэтому каждый из этих реализованных проектов – это такая большая задача. Да, то же самое можно и о контейнерном терминале сказать, потому что терминал есть, но надо выстроить конкурентоспособную логистику, в том числе ориентированную, конечно, на потребности российского рынка. У нас потребности в логистике очень большие по этому направлению, и место очень удачное выбрано, но предстоит, как обычно, решить достаточно много экономических вопросов. При этом, конечно, нужны и новые проекты, и все это предполагает необходимость и задачу двигаться дальше и быстрее, а для этого нужен качественный рывок. Поэтому новая программа развития Абхазии до 30 года резко у нас поднимает планку, скажем так, притязаний, рост экономики целевой в 1,5 раза, рост собственных доходов плюс 40%, зарплаты в бюджетном секторе в 2 раза, ну и, конечно, кратный рост туристического потока. Это все, действительно, такая очень хорошая, очень правильная амбиция, и для этой амбиции очень важно подобрать необходимые инструменты. Основой являются в том числе финансовые ресурсы, предусмотренные в российском бюджете. Сергей Владимирович уже сказал ту цифру инвестиций, которая заявлена, но они имеют и конкретную поддержку на эти задачи развития. Я сейчас беру только задачи развития. У нас более 6 миллиардов рублей в год в российском бюджете. Это субсидирование процентных ставок, это поддержка инвестактивности, другие направления. Ну и концентрация усилий идет на привлечение российских и абхазских инвесторов. Мы делаем ставку на снятие инфраструктурных ограничений, гармонизацию законодательства. Здесь много уже сделано, но задачи еще остаются. Привлечение инвестиций в туризм, банковскую деятельность, ЖКХ, ну и на применение тех механизмов, которые здесь уже доказали эффективность. Во-первых, продлена программа у нас льготного кредитования для крупных проектов. Вы знаете, кредитный лимит 20 миллиардов рублей в год. Субсидирование на этот раз взял на себя напрямую федеральный бюджет, и в общем и целом в непростых условиях, в условиях высоких процентных ставок мы на это пошли. Крупные российские банки готовы, они научились работать с абхазскими проектами, это большой актив, и они готовы дальше это продолжать.
Знаю, что бизнес подготовил сейчас заявки на проекты и в туризме, и в строительстве, и в сельском хозяйстве. Ну и завтра на форуме председатели межправкомиссии, завтра будет Александр Валентинович здесь, подпишут документ, который запустит в работу сам механизм. Поэтому вот бизнес, есть конкретная возможность, будет объявлен отбор. Давайте будем вместе с вами прорабатывать проекты. Задача республика до конца мая представить эти проекты на рассмотрение банкам, чтобы в июне мы бы их уже утвердили на межправкомиссии и как можно быстрее запустили вот этот вот новый этап. С этого года мы также запускаем механизм льготного кредитования и для малого бизнеса. Это новое решение, и оно, конечно, в Абхазии, мы понимаем, очень сильно востребовано. Сейчас нормативная база принята, и рассчитываем, что в апреле отбор будет объявлен, и уже с малым бизнесом будет доработка проектов. При этом это новый механизм, субсидии пойдут через абхазские банки. То есть мы исходим из того, что очень важно, чтобы и абхазские банки были тоже полноправной частью инвестиционной инфраструктуры. Понятно, что всегда люди, которые работают на земле, знают ситуацию, знают проекты, и нам очень важно, чтобы правильно осуществлялась оценка кредитного риска, и все те механизмы, которые в экономике должны работать, все в полной мере здесь заработали. Ну и, конечно, главная, наверное, точка пересечения наших интересов и совместных усилий сейчас – это туризм. Республика исторически большое и очень популярное направление для россиян, но, конечно, надо двигаться в стратегии, что Абхазия стоит больше, вот я бы так сказал, со всех направлений, и с точки зрения качества, и с точки зрения природных возможностей, ну и с точки зрения платы, которую за это можно просить, благо российский спрос сейчас платежеспособный, люди выбирают, деньги есть, поэтому сейчас отличное время как раз вот это перепозиционирование делать, ну и 1,8 миллиона поток туристов, который есть, почти плюс 20%, я сейчас не буду вдаваться в некоторые различия статистики, они всегда существуют, но то, что поток растет, и то, что сейчас окно возможностей, это точно и надо пользоваться. И с этой точки зрения вот тот механизм создания модульных гостиниц, о чем Сергей Владимирович уже сказал, и это тот опыт Российской Федерации, который неплохо себя зарекомендовал, мы тоже прошли определенное совершенствование, определенные ошибки, и сейчас вышли на такой отработанный механизм. Вот, он говорит о том, что можно достаточно быстро увеличить возможности и при этом задать новую планку. Поэтому мы здесь вот привозили, и спасибо коллегам из регионов, привезли свой опыт, своих производителей. Конечно, надо много и можно, и нужно производить здесь эти же модульные конструкции, но это, коллеги, другой уровень. Это не, уж извините, те вот домики зачастую из досок, которые бывает, значит, бизнес инвестирует без поддержки, но с поддержкой можно строить полноценные, хорошие проекты. И на территории Абхазии мы видели очень достойные примеры такого подхода, и вот наша задача сейчас максимально быстро этот подход тиражировать. Поэтому здесь мы это считаем, что такая одна из ключевых точек. Ну и, конечно, говоря о развитии туризма, тоже надо всегда иметь в виду географию. Я здесь с Сергеем Владимировичем согласен, мы с Бадрой Зурабовичем очень много обсуждали. Конечно, Восточная Абхазия, просто крайне такой перспективный, недооцененный регион, куда точно с запуском аэропорта приедут туристы и оценят. Вот. Но понятно, что это требует больших усилий. Поэтому, быть может, все-таки подумать о создании какой-то такой концентрированной, аналога особой экономической зоны. За пример можно посмотреть то, что мы сейчас создаем в Дагестане, на Каспии, когда 200 гектар, комплексная инженерия, пространство, отели, пляж, набережная и так далее. Да, мы сюда коллег привезли, вот у нас команда Кавказ.РФ здесь присутствует, да, коллеги готовы этот опыт, эти подходы все максимально предоставить для того, чтобы проект разработать. Конечно, тема авиационного сообщения крайне важная, мы это понимаем, но вот как раз один из тех проектов, которые надо, что называется, дальше развивать, потому что с одной стороны, построен прекрасный абсолютно аэропорт. Действительно, мне кажется, с точки зрения южных аэропортов, это новый стандарт. Да? Это не просто большое красивое здание, да? Это как раз здание, которое вписано в природную среду, прекрасную природу Абхазии. Вот. Но, конечно, стоит наша совместная задача сделать проект
экономически окупаемым, пока он висит, скажем так, немножко на собственнике, пока он там раскручивается поток, поэтому и в интересах российских регионов, в интересах российского инвестора, в интересах бюджета Абхазии, российского бюджета, все это как можно максимально быстро раскатать. Поэтому, Сергей Владимирович, вам огромное спасибо за ваши усилия. Конечно, без администрации вовлечение регионов было бы невозможно, мы тоже это понимаем. Вот. Но я думаю, что мы большой шаг в этом году сделаем, и Минтранс нам уже подтвердил, и инвестор сделал правильные шаги. Ну и, честно говоря, реконструкция погранперехода дает нам дополнительные шансы, равно как и реконструкция взлетно-посадочной полосы в Сочи. Поэтому я уверен, что надо этим шансом воспользоваться. Коллеги, есть отдельная тема по креативной экономике. Мне кажется, тут Абхазии точно есть что предложить. Это земля, которая всегда рождала и рождает смыслы. Упаковать смыслы в маркетинг, в рыночное позиционирование, в бренды задача непростая, но в общем и целом решаемая. Она решается в Российской Федерации. Вот у меня здесь коллеги присутствуют, кто ведет эту тему, отдельный круглый стол. Я уверен, что мы здесь вместе будем дальше двигаться. Снятие инфраструктурных ограничений – тема, конечно, номер один, и Сергей Владимирович и Бадр Зуравович много об этом сказали, все подтверждаю. Здесь большое идет движение и по энергетике, традиционно такая сложная тема, вот. Но в то же время, мне кажется, мы идем правильным путем, может быть, у нас у всем бы хотелось, чтобы мы шли быстрее, вот. Но тем не менее, здесь важнее, может быть, не темп, а важнее курс, как бы, да, в конечном итоге придем. В любом случае мы понимаем, что сделать, и наши команды работают вместе, и, честно говоря, ну не только в Абхазии проблемы в ЖКХ, мы на Северном Кавказе, у нас есть, мы их решаем, и здесь, в общем, всего лишь надо идти последовательно. Уважаемые коллеги, на что хочу обратить внимание? На то, что программа такой действительно новая амбиция, новые развитие приоритетов. Очень важно, насколько мы адаптируем те механизмы, которые есть, насколько мы будем гибки в донастройке нормативной базы, чтобы закреплять договоренности, чтобы создавать новые решения. И, конечно, форум – это отличная площадка обсудить все эти вопросы, и мы рассчитываем здесь, ну, как бы на такой практический импульс в реализации всех тех договоренностей, что есть. Вот. Ну и, наверное, закончить хочу тем же, чем и закончил Сергей Владимирович, о том, что инвестиции – это всегда два фактора – это доверие и настроение. С настроением в Абхазии все всегда в порядке, я думаю, у всех. Вот. Доверие мы формируем шаг за шагом, укрепляем. И я абсолютно уверен в том, что сегодняшнее мероприятие будет еще одним шагом в этом направлении. Всем удачи, спасибо. На сцену приглашается генеральный директор ООО «Global SA» Алхаз Родионович Каджая. Добрый день. Хочу поприветствовать руководство страны, уважаемых гостей и всех участников форума. Не занимая много вашего времени, хотелось бы рассказать о нашей молодой компании Global SA. Рынок бутилированной воды – один из самых быстро растущих в пищевой индустрии. В связи с этим в 2023 году было принято решение о реализации инвестиционного проекта по строительству модульного завода по производству бутилированной воды в селе Бабышира Гулрыбского района. Проект включает в себя 5 производственных модулей: административно-бытовое помещение, склад готовых материалов и многое другое. Производственный модуль одной линии производит в сутки около 60 тысяч бутылок. Ну, приблизительно в год это 15 миллионов бутылок. Уже в августе 2024 года мы приступили к выпуску продукции под 2 брендами. Это «Живая вода» pH 7,5 для рынка Абхазии и «Абхазская жемчужина» pH 7,5 для экспорта в Российскую Федерацию, Республику Крым. За это время наше предприятие произвело более 6 миллионов бутылок готовой продукции. Из них 80% было экспортировано в Российскую Федерацию, а именно в Республику Крым. На внутреннем рынке наша компания представлена более чем в 700 торговых точках.
Это супермаркеты, отели, заправочные станции, госучреждения и маленький розничный бизнес. В летний период количество торговых точек значительно увеличивается. Немного о воде. Вода добывается из собственных скважин в экологически чистом районе, в устье реки Кодор, в Гулерибском районе. Она мягкая, слабощелочная, приятная на вкус и полезная. При этом мы сохраняем баланс микроэлементов, то есть вода остается живой. Вода сертифицирована госстандартом Республики Абхазия и соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. А также у нас есть декларация о соответствии. Это ключевой документ для экспорта на рынок в ЕАЭС. Мы создали 74 рабочих места. Из них 80% это жители села Уарча Гулерибского района. А после запуска всех 5 модулей это число возрастет в 350 минимум человек рабочих мест. Мы не останавливаемся на планах и ждем запуска 4 оставшихся модулей. Наша цель – стать одним из крупнейших производителей в Абхазии и выйти в число ведущих отечественных предприятий, внести вклад в экономическое развитие страны. Спасибо за внимание. Приглашается президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Александрович Чудновский. Уважаемый Бадр Зурабович, Сергей Владимирович, коллеги, добрый день. Многое было уже сказано о роли проекта по реконструкции аэропорта, и вчерашняя церемония торжественного открытия прямым мостом с Международным транспортным логистическим форумом с Санкт-Петербургом еще раз подтверждает его значимость не только для Абхазии, это было уже много сказано, но и для Российской Федерации. Мне кажется, что для бизнес-сообщества этот проект не только прорыв в транспорте и в логистике, это еще и отношенческая вещь, которая доказывает, что в Абхазии можно делать крупные проекты. Заслуженно инфраструктурные проекты, и такие крупные, длинные, капиталоемкие, это некий высший пилотаж структурирования. И надо отметить, что команда Абхазии совместно с командой правительства Российской Федерации справилась с этим очень быстро. За полгода с момента подписания межправсоглашений были структурированы отношения с инвестором. И более того, созданы условия, при котором инвестор успешно реализовал данный проект. Если честно, можно только позавидовать, потому что в Российской Федерации на аналогичные проекты мы планируем 5 лет. А здесь с момента подписания межправсоглашения до восстановления прямого авиасообщения прошло менее 2 лет, а вся инфраструктура аэропорта была закончена полностью менее чем за 3 года. Конечно, это прорыв и с точки зрения инвестиционной привлекательности туристической отрасли. Вот мы тут с коллегами из Минэко и Карачаево-Черкесии недалеко за горами реализуем похожий проект, строим аэропорт Архыз. Он направлен приблизительно на такую же цель — сократить дистанцию от туриста до места размещения. Там это Минводы, здесь это Сочи. И поверьте, вот эти 3 часа, которые мы экономим и в Минводах, и в Сочах, они того стоят. Сегодня половина пассажиров туристов выбирает наземные виды транспорта, не имея прямого авиасообщения, и то, что мы могли бы привнести и увеличить пассажиропоток. Но это вопрос не только еще и количества, это вопрос качества. Более требовательный турист, он просит прямое сообщение. И здесь это не только вопрос развития Восточной Абхазии, это вопрос того, что мы можем качественно поменять контингент, поменять туриста, а более требовательный турист, он еще и более состоятельный. Поэтому вот предложение Максима Геннадьевича, что Абхазия стоит больше, она и может больше. А со стороны российских аэропортов мы видим большое оживление, мы видим в аэропорте Сухум достойного партнера, нам это важно и нужно развивать прямое сообщение, о чем было уже сказано. Мы видим, что потенциальный пассажиропоток может превысить 1 миллион пассажиров уже в ближайшие 2-3 года. И действительно, конъюнктура сегодня складывается, с одной стороны, неплохо для развития этого потока, с учетом и ограничений на Сочи, и с учетом и других туристических ограничений на Ближнем Востоке. Важно сделать прорыв, и поэтому у меня большая просьба к губернаторам помочь нашим аэропортам наладить это прямое сообщение, потому что 30 лет не летать, нам надо менять привычку. Вот многие сегодня присутствующие, прилетевшие на форум, даже не знали, что есть прямое авиасообщение. Это, безусловно, совместная недоработка. И здесь надо привычки менять, и помимо того, что
Абхазия стоит больше, она и летает быстрее. Коллеги, я думаю, что развитие этого сообщения и развитие авиации, безусловно, повышает инвестиционную привлекательность. Я надеюсь, что ваш инвестиционный аппетит к развитию мест размещения в Абхазии, вообще реализации инвестпроектов мы немного разогрели. Спасибо. К трибуне приглашается уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов. Спасибо большое, уважаемый Бадр Зурабович, Сергей Владимирович. Я, правда, уже не по защите прав предпринимателей, хотя это большая, огромная, то, что это был огромный опыт, который я приобрел за это время, сегодня позволяет мне двигаться дальше. И что я хотел сказать? Форум первый, но российские инвестиции далеко не первые. В том числе и у меня есть опыт таких инвестиций. Может быть, кто-то еще помнит нашу компанию, которая сюда приходила еще в 90-е годы. Ну, конечно, кстати, Беслан Федорович Эшба, конечно, помнит. Тогда, развивая свой проект, знакомясь с республикой, я увидел огромный инвестиционный потенциал. Конечно же, это невероятная природа. Тогда еще было не так много туристов российских здесь. Сегодня мы видим, с какой скоростью Абхазия летает, да, и действительно сегодня количество российских туристов постоянно растет. Кроме этого, конечно, сельское хозяйство, чуть позже о виноградарстве. Но логистика, тогда, кстати, моя компания занималась именно строительством терминала, и надо сказать, что мы очень много узнали о республике. Но все-таки главный потенциал, инвестиционный потенциал, который здесь есть в Абхазии, это то, что рядом такой большой дружеский рынок. Мы здесь видим не только почти 150 миллионов населения во всей России, но еще и огромный туристический хаб Сочи, Краснодарского края. Это дает огромные возможности для развития Абхазии. Развивая, например, малый бизнес может здесь производить огромное количество различных вещей, которые будут потребляться там, в России. Не только здесь, в Абхазии, но и там, в России. Но для этого, конечно, нужно многое сделать. Я сегодня из тех выступлений, которые были, уже уверен, что они будут, потому что нужны, конечно, изменения в законодательстве, создание особой деловой среды, вот как раз уполномоченный по защите прав предпринимателей, я тогда этим занимался. Но что хотелось бы чуть здесь заострить? Конечно, основой должен быть малый и средний бизнес, я уже сказал. Я, как сегодня по основной своей работе, по поручению президента, занимаюсь вопросами устойчивого развития во всем мире и позиции России в этом направлении. И сегодня Россия выходит на мировой рынок, обращается к странам глобального юга с предложением внести свой вклад в создание условий для развития малого бизнеса. Причем объединяет два главных тренда. Развитие малого бизнеса, которые нужны во многих странах, и наши достижения в области цифровых платформ. Потому что цифровые платформы для малого бизнеса, вот Максим Геннадьевич, конечно, знает, это одно из очень больших достижений России. Сегодня мы значительно увеличили количество малого бизнеса, но, с другой стороны, и доходы нашего государства серьезно выросли. 119 миллиардов в 2024 году Россия получила от малого бизнеса, не только нефть и газ. Поэтому мы сегодня предлагаем разным странам наш опыт в этом смысле. Я услышал, что есть уже сегодня наработки в области реестров, недвижимости, кадастров. Но вот платформа цифровая малого бизнеса, мне кажется, сегодня стала бы очень важным инструментом для развития этого сектора в Абхазии. Ну и, конечно, не могу о виноделии ничего не сказать. Вот говорили, что особое настроение для инвесторов в Абхазии, конечно, во многом создает здесь то, как и насколько хорошо развивается винодельческий бизнес в Абхазии.
Я должен сказать, что в России сегодня идет винная революция. Мы сегодня видим огромное количество новых, малых, средних, крупных предприятий, которые создаются в этой отрасли. Сегодня вина российские уже завоевывают огромное количество медалей, наград на международных конкурсах. Но Абхазия тоже сегодня в революции. Кроме крупного хозяйства, мы знаем, все, во-первых, исторически, есть и традиции виноделия в Абхазии, все знаем Лыхны, Апсны, эти вина, которые исторически всегда были с нами, а еще во времена Советского Союза, и потом сегодня завоевали очень большую долю российского рынка. Но кроме этого развивается малое хозяйство, которое всего на нескольких гектарах вместе со своими российскими партнерами продвигаются вперед семимильными шагами. Поэтому за настроение, то, которое создает Абхазия для инвесторов, потому что настроение зависит от атмосферы, дружеских связей, ну, конечно, от прибыли. Поэтому за прибылью давайте вместе идти. Спасибо. Приглашается глава Республики Адыгея Мурат Каральбиевич Кумпилов. Уважаемый Бадра Зурабович, уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые коллеги. Спасибо, Бадра Зурабович, за приглашение и теплый прием. Знаем, что нам здесь всегда искренне рады, и это отношение всегда взаимно. Россию и Абхазию связывают прочные, проверенные временем отношения, которые построены на доверии и взаимном уважении. Признание России и суверенитета Абхазии в 2008 году дало новый импульс развитию нашего сотрудничества. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин последовательно выступает за тесный конструктивный диалог с братским абхазским народом. Присутствие здесь делегаций из российских регионов – лучшее подтверждение этому. Адыгея вносит свой вклад в расширение такого взаимодействия. У наших республик крепкие исторические связи, которые прошли проверку временем и трудностями. Жители Адыгеи в 1990-е годы пополнили ряды абхазских добровольцев, плечом к плечу они сражались вместе с братьями-абхазами за независимость страны души Апсны. Знаем, что в Абхазии всегда помнят об этом и чтут наших павших земляков. Сегодня Адыгея и Абхазия – надежные партнеры в экономике, социальной, культурной, гуманитарных сферах. Мы активно взаимодействуем по линии парламентов, общественных организаций в образовании, культуре и здравоохранении. Наши научные и образовательные учреждения совместно готовят кадры, реализуют исследовательские труды по адыго-абхазской тематике, которая охватывает этнографию, лингвистику и историю. Работаем над продвижением молодежных программ. Ежегодно абхазская молодежь принимает участие в слете талантливой молодежи «Фишт». Вот, Сергей Владимирович, мы много лет назад начали проводить слет «Фишт». Это 14 километров по пересеченной местности. Последний, вот в прошлом году, участвовала делегация Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Абхазии, Херсонской области, Генического района, который мы курируем. Поэтому мы собираем талантливую молодежь, и на 3 дня уходим в горы, и практически все правительство вместе с талантливой молодежью. И у нас 2 отчета в году. Первый отчет – это конституционно заложено перед парламентом, а второй – талантливая молодежь, когда мы собираемся в горах перед костром, и мы, вот нас они так отчитывают и так задают такую энергию, что мы следующий год серьезно отрабатываем. Школьники из Абхазии участвуют в Кавказской математической олимпиаде, Южно-Российской математической олимпиаде АСАРА. Оба мероприятия проходят в столице Адыгеи, в городе Майкопе, на базе Адыгейского государственного университета. В творческой сфере работаем над сохранением общего культурного наследия. Спектакль Национального театра Адыгеи «Горсть земли» по мотивам романа прославленного писателя Баграта Шинкуба «Последний из ушедших» стал дипломантом самой престижной театральной премии России «Золотая маска» и вошел в список лучших 30 спектаклей России за 2025 год
из 700 соискателей на эту премию. Еще один успешный пример – межрегиональный фестиваль адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг». В Адыгее он уже проходил 7 раз, и будем продолжать эту работу. Развиваем обмен опытом в медицине. К примеру, в прошлом году в рамках международного взаимодействия по поручению Минздрава России бригада врачей из Адыгеи провела диспансеризацию детей и подростков в Сухумском и Гудагудском районах Абхазии. Абхазия – один из торговых партнеров Адыгеи. Сейчас работаем над расширением импорта, экспорта между нашими республиками. Сельское хозяйство традиционно одна из ведущих отраслей Адыгеи. Наработанный опыт позволяет нам делиться с коллегами из Абхазии лучшими практиками. При поддержке правительства России в Адыгее успешно реализуется программа поддержки аграриев, в том числе агростартап, самое востребованное направление развития малых форм хозяйства. Активно развиваем систему подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Начиная со школьного образования, в прошлом году у нас создано 15 агроклассов. Эту работу активно поддерживает технологический университет. Еще один важный проект – это агробиотехнопарк «Кластер Вавилов». Это современный научно-исследовательский комплекс с фитотронным и лабораторным оборудованием 5-го поколения. Он объединяет селекционно-семеноводческий центр, образовательную инфраструктуру для подготовки специалистов, будет специализироваться на разработке, тестировании, внедрении передовых агробиотехнологий в области селекции и семеноводства. Резидентами центра уже стали более 10 вузов и компаний нашей страны. Готовы предложить еще одну перспективную площадку для взаимодействия. В Адыгее создана крупная промышленная зона с льготными условиями и со всей инфраструктурой. И сегодня мы ведем плодотворную работу с резидентами. Конечно, некоторые из них будут хотеть работать в Абхазии, и мы эту работу с вами организуем. В том числе добро пожаловать и на промышленную зону Республики Адыгея. В каждой сфере взаимодействия мы видим хорошие результаты. Их нужно поддерживать, развивать, поэтому мы нацелены на дальнейшее укрепление всесторонних связей с Абхазией. Уверен, наши совместные проекты будут способствовать укреплению дружественных отношений между нашими странами. Международные инвестиционные форумы играют здесь важную роль. Они способствуют развитию международного сотрудничества, укрепляют позиции каждой из сторон и, что самое главное, служат на благо жителей наших государств. Уважаемый Бадра Зурабович, еще раз благодарю вас за возможность участвовать в этой значимой встрече. Желаю форуму успешной работы, а его участникам плодотворных переговоров и новых проектов. Рассчитываем на дальнейшее развитие нашего сотрудничества и укрепление братских связей между нашими странами. Спасибо большое. Приглашается губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев. Уважаемый Бадра Зурабович, Сергей Владленович, уважаемые участники первого Абхазского международного инвестиционного форума, я хочу подчеркнуть, что все мы не свидетели этого форума. Свидетели его будут смотреть по телевизору, а все здесь участники. И для нас, уважаемый Бадра Зурабович, большая честь, для всей краснодарской делегации. Сергей Владимирович, спасибо тоже вам огромное, что мы приехали на первый, подчеркиваю, исторический Абхазский инвестиционный международный форум. Это только начало. И я хочу сказать, что отношения между Краснодарским краем, Абхазией, конечно, давние. И это, наверное, по-настоящему те отношения, которые, наверное, конечно, можно назвать соседскими, но для нас Абхазия больше, чем сосед. Потому что наши отношения, знаете, они не просто дружеские, и дружба долгие десятилетия нас связывает. Они основаны на взаимном доверии, на, конечно, поддержке.
И вот сегодня в непростое время, ну давайте по-честному, нам нужно сегодня сохранить. Сохранить, конечно, в первую очередь и экономику, потому что инвестиционный климат играет сегодня важную роль для сохранения стабильности. А стабильность, конечно, это возможности бюджета. И вот инвестиционный форум сегодня Абхазии подтверждение тому, что важная составляющая, понятный и правильный акцент на то, что, конечно, инвестиции – это важная составляющая стабильности, конечно, и к нашего края, и в данном случае Абхазии. Что хочется здесь сказать? Вот именно взаимовыручка такая, поддержка всегда помогали нам, ну, давайте, где-то выстоять перед различными трудностями. Ну и сегодня тоже непросто, я уверен, совместно, конечно, мы справимся с различными вызовами, ну, когда бы вместе. Ну и самое главное, мы трудимся, невзирая ни на какие вызовы и трудности, в интересах жителей и Абхазии, ну, конечно, и в данном случае у нас Краснодарского края. Сотрудничеству официально Абхазии 17 лет было немало сделано и в различных отраслях экономики, и в социальных сферах. Ну, я хочу сказать, самыми плодотворными были последние 5 лет. И вот здесь, особенно прошлый год, вот я хочу подчеркнуть, особенно прошлый год. И мы видим, как об этом уже говорили все выступающие, как меняется Абхазия. Стремительно меняется Абхазия. И прошлый год, еще раз подчеркиваю, там подтверждение. Вот в прошлом году, уже говорили, построен аэропорт, сообщение железнодорожное между краем и Сухумом. Что такое? Это, конечно, транспортная логистика. И транспортная логистика, она важна и для бизнеса, и для отдыхающих. И сегодня мы говорим, что она появилась. Она появилась качественно. И авиационное сообщение, и железнодорожное. Конечно, это начало уже большого развития. И инвестиционного в целом, конечно. Наш регион, в свою очередь, тоже оказывает поддержку и в строительстве современных спортивных, детских площадок, безусловно. Обновление набережной, в том числе, и, конечно, по многим другим направлениям. Вот на новый уровень, я могу сказать, мы вывели наши торгово-экономические отношения. И здесь немаловажно подчеркнуть, что за последние 5 лет, можно говорить, что в 2,5 раза увеличился товарооборот. Но по итогам прошлого года он составил 118 миллионов долларов между Республикой Абхазия и Краснодарским краем. Да, 118 миллионов долларов. Это в 2,5 раза больше, еще подчеркиваю, чем за последние 5 лет. И, что немаловажно, для нас импорт из Абхазии, а для вас экспорт. Так вот, импорт из Абхазии возрос в 3,5 раза по итогам прошлого года. А для вас экспорт. То есть, видите, динамика. Это только прошлый год. И вот, конечно, это важно, динамику сохранить, конечно, и приумножить. И это сегодня максимально важно. Ну, в свою очередь, предприятие края в Абхазию поставляет молочную продукцию, безусловно, консервы, металлоизделия, стройматериалы, мебель, световое оборудование. Ну, это тоже, одним словом, вот все, что необходимо сегодня Абхазии в рамках уже партнерских отношений между нашим бизнесом. И сегодня поставки это из края ведутся. Я хочу сказать, что в прошлом году была бизнес-миссия, состоящая из 30 предпринимателей, бизнесменов края в Абхазию. Они договорились работать по определенным направлениям. И было проведено более 30 встреч и достигнуты очень серьезные соглашения, договоренности о поставках в республику кормовых добавок, которые в крае производятся, удобрения, мототехники, сельхозтехники. Ну и вот это все то, что, еще раз подчеркиваю, способствует росту товарооборота. Вот, знаете, как бы здесь, безусловно, это инвестиционный форум. Что хочет бизнес Абхазии? Ну, конечно, зарабатывать. Конечно, зарабатывать, это нормально. То есть заработок бизнеса, конечно, сказывается на поступлении в бюджет. Но для этого, безусловно, и инвестиции из Краснодарского края, бизнес Краснодарского края, он тоже готов инвестировать. Но я уверен, что даже в том числе и этот форум, который сегодня состоялся, идет. То есть важная составляющая вот этого самого инвестклимата, понятного инвестклимата, понятных правил, по большому счету, для инвесторов.
И это сегодня мы видим, как вот это законодательство, оно сегодня реализуется. Понятные, конечно, условия, понятные преференции, налоговые льготы. Это все должно быть понятным, прозрачным и одинаковым для всех, что сегодня, конечно, немаловажно. Сохранить главный ресурс, который в Абхазии есть, это, конечно, инвестиционный ресурс, это, конечно, природа. И поверьте, если мы говорим про санаторно-курортное развитие, то это важная составляющая для привлечения инвестиций. Главное не потерять природу. Вот, понятное зонирование, документация, разрешительные документы. Все должно быть прозрачным и понятным для любого инвестора. В данном случае мы говорим про инвесторов из Краснодарского края. Ну и если уже говорить, конечно, мы сегодня заинтересованы в развитии санаторно-курортного комплекса Абхазии, и Анапы в том числе. Почему? Потому что нам нужно сделать вот эту дорогу, которая сообщение, железнодорожную дорогу, путешествием из Краснодарского края в Абхазию и из Абхазии в Краснодарский край. Это должно быть именно путешествие, где ты на любой станции выйдешь и везде курорт. Инфраструктура курортная. То есть вот именно вот то, что, конечно, сегодня хотят отдыхающие со всей большой нашей страны, России. И поверьте, нам отдыхающих хватит. Точно хватит. Условия должны мы создать вместе. Вместе создать условия для путешествия, еще раз подчеркну, именно отдыхающих из Краснодарского края в Абхазию и обратно. Вот это сегодня важно как никогда. Ну и в завершение хочу сказать, безусловно, сегодня говорили о том, что, знаете, вот когда мы говорим про инвестиции, конечно, в сегодняшний день, но по-настоящему инвестиции сегодня делаются в завтрашний день. Конечно, в молодежь. И вот сегодня мы тоже делаем все, чтобы молодежь по-настоящему была нашей. И здесь пост номер 1, Всероссийский форум в Краснодаре прошел, где были представители абхазской молодежи. В Сочи мы проводим различные мастер-классы для того, чтобы совместные, что на базе техникумов, колледжев, где присутствует абхазская молодежь. Ну и, конечно, еще раз, важно нам сохранять и беречь тоже друг друга. И сегодня вы прекрасно знаете, что все медицинские учреждения края готовы оказать помощь, любую помощь жителям Абхазии. Что тоже очень важно, потому что это по-настоящему, как я говорю, на самом деле беречь друг друга. Я уверен, в рамках, наверное, этих братских, взаимовыгодных тех отношений, которые сегодня есть, конечно, мы справимся с любыми трудностями, с любыми вызовами, ну и, конечно, все у нас получится. А у вас тем более. Спасибо. Для заключительного приветствия от организаторов форума приглашается вице-премьер Республики Абхазия Джансух Эдуардович Нанба. Атырзку апснахада, асасча, форум Аллахулача. Гук псыкала, взялаша обед хачаххойд, жларбжарат при экономикат форумах. Уважаемый Бадр Зурабович, Сергей Владимирович, Алан Эдуардович, от имени Организационного комитета сердечно приветствую вас на Международном экономическом форуме «Абхазия. Инвестиции. Будущее». Сегодня для нас важно не только продемонстрировать колоссальный потенциал нашей республики, но и установить прямой контакт между предпринимателями наших стран. В течение этих дней на площадке форума будут разработаны конкретные механизмы, направленные на улучшение делового климата и содействие росту прямых инвестиций в экономику страны. Это, в свою очередь, станет основой для дальнейшего экономического развития, способствующего сохранению самобытности, историко-культурного наследия и национальной идентичности Республики Абхазия. Круглые столы, которые мы сегодня проводим, организованы с учетом запросов бизнеса и потребностей рынка. О них уже подробно рассказал ведущий. Мы проведем 6 тематических сессий по развитию туризма, сельскому хозяйству, виноградарству и виноделию, транспортной доступности, развитию креативных индустрий и, конечно, поддержке инвестиционной деятельности. На нашей площадке сегодня собрались около 500 человек, представители всех районов Абхазии, 15 регионов России, коллеги из Южной Осетии. Выражаем особую благодарность губернаторам и главам регионов Российской Федерации, делегациям бизнес-сообщества и экспертам. Ваше участие придает форуму
особую значимость и открывает реальные возможности для практического сотрудничества. Мы глубоко признательны Российской Федерации за всестороннюю поддержку и партнерство. И именно благодаря совместным усилиям в республике появляются новые инвестиции, развивается туризм и инфраструктура. Уверен, по итогам дискуссии появятся реальные инициативы и проекты, которые мы сможем воплотить в жизнь совместно с нашими партнерами. Желаю всем плодотворной работы, новых контактов и успешных решений на благо процветания нашей республики. Спасибо за внимание. Благодарим всех за участие в открытии Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». Завтра здесь же мы вновь встретимся на пленарном заседании, которое состоится с 13 до 15 часов. Подведем итоги работы, обсудим главные выводы и наметим дальнейшие шаги, которые войдут в дорожную карту развития. Желаем плодотворной работы, содержательных дискуссий, новых партнерств и договоренностей. И, конечно, искренне приглашаем всех гостей форума посетить культурную программу «Винный фестиваль», выставку ремесленников и другие мероприятия, которые позволят вам еще ближе познакомиться с Абхазией, ее традициями, гостеприимством и современным образом. Благодарю. Итаву.